Дорогие друзья, добрый вечер. Почему я поддерживаю именно Ингушетию? Мне этот вопрос задают очень часто. Я бы хотел сегодня на него ответить. Итак, у меня есть 5 причин поддерживать в конфликте за земли именно ингушей, а не чеченцев. Причина номер 1. Протестуют именно ингуши, а не чеченцы. Именно ингуши чувствуют себя уязвленными в данном конфликте. Это говорит о том, что возможно с высокой степенью вероятности предполагать, что ингуши в данной ситуации являются пострадавшей стороной. Чеченцы же не бастуют, не возмущаются, не протестуют, их все устраивает в данной ситуации, а вот ингушей устраивает далеко не все. Ингуши униженная, обиженная, ущемленная сторона. В данной ситуации я просто считаю необходимым поддержать сторону слабого. Я это делаю. Из этого не следует, что мне ингуши более симпатичны, чем чеченцы. Я ко всем народам отношусь совершенно одинаково. Я интернационалист. И если бы протестовали бы чеченцы, я поддерживал бы именно чеченцев. Тоже как слабую сторону в конфликте. Но в данном случае протестуют ингуши. Второе. Как мне кажется, ингушские активисты преследуют отнюдь не шкурные интересы, не интересы личной выгоды, а интересы всего своего народа. И это очень важно, потому что это говорит на их бескорыстие. Третья причина. Ингушские активисты не просто бескорыстные, но они еще и теряют. Теряют в карьере, теряют в деньгах, многие лишаются свободы в связи с теми преследованиями, которые Евкуров устроил этим людям, ингушским активистам, те, которые выступали на первых позициях в своих протестах. Да? Кто-то лишился работы, а я еще раз подчеркиваю, что в Ингушетии работы нет. Там самая хорошая работа, самая надежная работа — это работа на госслужбе, в госаппарате, в аппарате управления республикой. И многие люди были уволены, те, которые принимали участие в этих протестах. У них семьи, они лишились зарплаты. И в какой-то степени эти люди являются жертвенниками. Многие арестованы и находятся под следствием. И семьи, возможно, останутся, если эти люди получат какие-то сроки, то семьи, возможно, останутся без своих кормильцев. Поэтому ситуация такова, что ингушские активисты, они в данной ситуации являются жертвенниками. И вот это меня подкупает. Таких людей хочется действительно поддержать, которые не ради своей шкуры воюют, а воюют за какие-то идеалы, за какие-то народные интересы, как они их понимают. Следующая причина. Во всем мире сегодня идет процесс расчеловечивания. Что это такое? Мне кажется, что расчеловечивание — это такой процесс, когда люди начинают личные шкурные интересы и личную карьеру, личный успех ценить выше интересов общественных. Нам эта идеология сегодня активно навязывается. Навязывается российским правительством, навязывается Западом, навязывается Штатами. Укради, возьми взятку, наживись, урви и так далее. То есть набей свой карман, наворуй. Нам это сегодня активно внушает, что это единственно правильный тип социального существования. Это чуть ли эти люди, которые так делают, они чуть ли не герои в наше время. И это есть процесс расчеловечивания, который говорит, что нет в человеке ничего святого. Нет в нем Бога, нет в нем Аллаха. И вот ингуши нам показывают совершенно противоположное. Что в человеке есть все святое, и что можно бороться не только за свой личный карман, а можно бороться за какие-то
отдаленные общественные интересы и идеалы. То есть можно собой жертвовать, нужно собой жертвовать для достижения общественных целей. И, наконец, последнее. Ингуши находятся в меньшинстве. Последнее – это пятая позиция. Ингуши находятся в меньшинстве. Ингушей 500 000, чеченцев, насколько я помню, около 5 миллионов, то есть в 10 раз больше. Ингушское руководство выступает против ингушей, против ингушского народа и ингушских активистов. Евкуров их давит, разгоняет, сажает, увольняет. Кадыров им грозит постоянно, что я с вами со всеми разделаюсь, что вы отсюда живыми не вернетесь, если придете митинги устраивать в Чечню. То есть он явно угрожает, причем угрожает жизни тем, кто с ними не согласен. И Москва тоже встала на сторону Евкурова и Кадырова. Москва тоже встала против ингушского народа, ингушских активистов. Против ингушей сегодня все вертикали власти в России. И тем не менее маленький ингушский народ борется, активно борется за свои права, не имея никакой поддержки нигде. Представьте, малюсенький народ самой маленькой территории, не имея никакой поддержки, никакой административной вертикали, борется за свои права, причем борется мирным путем. Это достойно уважения, даже вне зависимости от того, кто прав, кто виноват и где эта граница должна проходить. Ну, вы мне сейчас скажете следующее, да, что о каких бескорыстных интересах вы говорите, когда на спорных территориях нашли нефть, а нефть это деньги. И никаких бескорыстных интересов здесь нет. То есть ингуши борются за нефть, а значит борются за деньги. Есть такая точка зрения. И она сегодня активно внедряется в головы очень многих людей, которые смотрят, следят за этими событиями. Я хочу ответить следующее на этот счет, что на самом деле посмотрите, что происходит в современной России. Россия находится на третьем, насколько я помню, или на четвертом месте в мире по добыче нефти. И теперь вопрос, а простые люди, простые россияне, народ с этого что-то имеет? Или имеют только олигархи? Или имеет только элита с той нефти, которая сегодня добывается в России? Мы что-то с этого имеем, мы с этого фактически не имеем ничего. С этого наживаются госкорпорации, олигархи. Простые люди с этого не имеют ничего. Ну так вот, то, что касается вот этой вот самой нефти, которая находится то ли в Чечне, то ли в Ингушетии, на спорных территориях, уважаемые друзья, доллары с этой нефти ни простой чеченец, ни простой ингуш не получит. Доллары с этой нефти, с этих вышек получит управленческая элита, а также те владельцы, которые будут владеть этими или уже владеют этими нефтяными вышками. Вот кто получит деньги за эту нефть. Поэтому борьба ингушского народа за эти земли, она априори не связана ни с какими нефтедолларами. Она связана с совершенно другими вещами. Она связана с желанием восстановить справедливость и показать всему миру и показать Евкурову, Москве, Кадырову, что есть маленький, честный, гордый народ, с которым нужно считаться. И вообще нужно считаться с простым человеком. И вообще нужно со всеми считаться. С народом нужно считаться, с любым народом нужно считаться. Нельзя обходить его стороной и нельзя не слушать его мнение. Вот что показывает нам сегодня Ингушетия. И, наконец, по поводу тех угроз, которые я получаю, видимо, от чеченцев или, видимо, от евкуровцев, которые хотят меня чуть ли не убить. Ну так вот, тем, кто хочет меня убить, я вам хочу сделать ответное предложение. Я живу в Севастополе, в 150 метрах от Черного моря.
где есть пляж, где можно отдохнуть летом, покупаться, где теплое солнышко, теплая вода. За окном у меня вот мой личный садик, где растет инжир, растет большая черешня, растет 3 сорта винограда, растет абрикос, розы, цветы. Ну так вот, уважаемые друзья, я вас приглашаю в ответ на ваше приложение «Меня убить», я вам делаю такое приложение. Приезжайте ко мне в гости, приезжайте с семьями, отдохнете, покупаетесь в море, наберетесь сил, приезжайте с детишками, у нас тут есть детские пляжи, детские площадки. Мы всем рады, всех любим и всех ждем в гости. Спасибо за внимание.